Ночью тушить пожары лесные нельзя, потому что ночью и так, как говорится, в лесу пожары тушить очень сложно, а ночью в темноте человек может просто Если потеряется, сложно найти. может попасть в нехорошую ситуацию, так скажем. Исәмесез безнең хөрмәтле дусларыбыз, сезнең белән Дуслык. Сегодня, в преддверии Дня работника лесного хозяйства, мы встретимся с человеком, который знает, что такое лес не понаслышке, так как он много лет отдал на защиту леса. Мы зададим ему интересующие нас вопросы и, я надеюсь, получим интересные ответы. Вперед, друзья! В преддверии Дня работника лесного хозяйства мы встретились с вами в этом прекрасном месте. Это место у нас называется Мочелеевские Нагорные Дубравы. Они считаются заповедником или только особо охраняемая территория? Вот как это? Это особо охраняемая природная территория. Мочелеевские Нагорные Дубравы. Заповедником он не считается, но тоже имеет особый статус. На ОПТ нельзя производить никакие рубки, работы хозяйственные запрещены также. И даже применение химических препаратов для защиты от вредителей болезней тоже запрещено, только биологические методы. Да. И рубки, даже санитарные рубки запрещены. Санитарная рубка назначается только в том случае, если ущерб от неназначения будет сильно превышать, да. Как вы пришли в профессию и что самое главное для профессии лесник? Ну, как я попал в профессию, это изначально я по образованию агроном, работал агрономом долгие годы. И потом, когда уже колхозы развалились, мне предложили перейти в лесничество. Когда приняли новый лесной кодекс в 2007 году в конце, это с 2008 года начал работать, и произошла реорганизация лесхозов. И я начал работать инспектором изначально лесного хозяйства. Впоследствии вот уже с 2014 года работаю главным лесничим. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать лесник? Наверное, самые главные 3 качества. Ну, в первую очередь, наверное, любить природу, лес, любить свою работу и стараться сделать так, чтобы та работа, которая производится, приносила пользу лесу, людям и так далее, так скажем. Вот погода дождливая, поэтому замок. А когда жаркая погода, она дверь прямо открытая, машины стоят. Иногда даже сюда выгоняют, чтобы на ходу она уже... Да. Прямо вот здесь стоят машины. Летом, получается, 20-24 часа, да? Вот, Нет, это ПХС первого типа. Они в зависимости от класса пожарной опасности дежурят, световой день, так скажем. А ночью уже, если это ПХС второго, третьего типа, они уже круглосуточные. Вот в этом году в Якутии у нас были, как некоторые говорят, самые большие в истории пожары, когда одновременно горело огромное количество леса. Вот как вы считаете, что нужно сделать, чтобы избежать в дальнейшем таких вещей? Согласны ли вы с причиной, которая официально всегда озвучена? И
И это проблема сегодняшнего времени? Или так было всегда? И просто из-за того, что раньше отсутствовала массовая информация, и люди просто были не в курсе таких больших пожаров? Тут надо разделять, наверное, Якутия это не Похнинский район, так скажем. Якутия, она, наверное, вот часть есть, которая южная часть, где более-менее населенная может быть. И есть участки, где на 1000 километров нет ни одного человека. Вот где, значит, нет жилья, нет людей, там, естественно, пожары природного происхождения. Так же, как я говорил, там же никакие не проводятся на таких больших площадях, никакие мероприятия, ни рубок, ничего нету. И, соответственно, это было исторически, если вот историю читать, как проходило этот лесозамещение, так сказать. Проходили пожары большие, соответственно, весь лес сгорал, и на этом месте вырастал новый лес, и даже древостой менялся, другие породы шли или что вот. Ну, это исторически, если вот брать таких масштабов. Ну, в южных, где более оживленно, так скажем, наверное, имеет место и человеческий фактор. Я думаю, так. И в советское время тоже, я считаю, были пожары, там и на дальних, но меньше информации было действительно раньше, да, меньше информации. Ну, здесь тоже, я говорю, в Якутии это и природные процессы идут, и где-то и человеческий фактор может быть. Получается, нам просто придется с этим совсем смириться. Защитить никак не удастся. Там вообще вот до прошлого года, по-моему, я точно сейчас не скажу, вот эти зона только мониторинга называлась, большие площадя, которые вот удаленные, на них, если даже пожары есть, на них как бы не тратили средств, потому что не было, ну, как бы такой возможности. И все с прошлого года только, по-моему, из-за того, что теперь уже вот как-то в социальных сетях начали вопрос поднимать, вот в Якутии такие большие огромные пожары, тогда начали, изменили, я так понимаю, законодательство, начали посылать туда самолеты, но это очень большие расходы, естественно. А эффекта? Эффекта большого, я так считаю, на этом не будет. Ну, если учитывать, что в Самарской области тоже была задействована и авиация, но все-таки сколько дней в Волжском районе с пожаром Вот, боролись? это хвойные, это верховой пожар. Верховой пожар затушить даже нашими средствами, которые, допустим, есть, невозможно. Верховой пожар можно затушить только или действительно авиацией и с привлечением больших сил. Или встречный пал, заградительные там делать разрывы. Только так, таким образом. Добровольная пожарная дружина, она исправит ситуацию? Вот если, грубо говоря, чуть больше молодых людей, ну, тех, кому не безразлично, вступят в дружину и будут летом, например, при первом сообщении, что где-то пожар, где-то проблема, приезжайте, помогите. Эта ситуацию может как-то изменить в лучшую сторону? Ну, в лучшую сторону, в любом случае, конечно, это будет в лучшую сторону. Чем больше людей будет привлечено, внимание людей будет привлечено, тем быстрее будет обнаружен пожар, тем больше людей как бы будут участвовать в тушении пожара этого. И, соответственно, польза будет больше, естественно. Но без специалистов там, лесной пожар тушить очень сложно. Это надо знать специфику, надо навыки знать, нужны, навыки нужны, да. Конечно, добровольцы помочь могут, потому что людей не хватает, особенно когда вот пожар на больших площадях, людей не хватает, и какой-то вклад, естественно, могут нести. Также то же самое, вот когда у нас лесной пожар был, с близлежащих сел помощь пришла, и, значит, трактора с цистерной воды привезли, и добровольцы были, те же охотники там еще помогли, здорово. Как говорится, если даже не получится, но постараться надо.
В любом случае это будет неплохо. Во-первых, эти же люди будут вокруг себя еще, они какую-то агитацию будут Да. проводить с остальными людьми, будут призывать к бережному отношению. Это в любом случае хорошо. Положительный пример. «2021» довольно был непростым, вернее, его лето крайне засушливое. Были ли какие-то сложные моменты, что у нас с пожарами? Действительно, этот год, 2021, лето 2021 года выдалось очень жарким, засушливым, начиная с весны. Уже весна рано пришла, как мы знаем. И температуры побили все, как говорят, все рекорды, начиная там с 1938 года, что ли, рекорды положительных температур. И в связи с этим, естественно, все лето была высокая пожарная опасность в лесах. Практически все лето был запрет на посещение лесов в связи с высокой опасностью в лесах. Ну и, соответственно, в этом отношении было труднее в том смысле, что приходилось немножко прикладывать больше усилий для того, чтобы не допустить лесных пожаров. К сожалению, у нас произошел один лесной пожар, буквально это 10 дней, 12 дней назад. Пожар на площади 3 гектара посередине леса. Но это не человеческий фактор. Мы смотрели, там человек не мог туда попасть, можно сказать, в середине леса. Это, как эксперты определили, это природный фактор, сухая гроза. А так вот это лето у нас, спасибо и сельхозпроизводителям, они опахивали со своей стороны свои поля и не допускали пала травы. Все-таки намного меньше было в этом году вот этих палов травы, соломы и всякой. И поэтому мы поменьше выезжали на тушение возгораний на прилегающих территориях. И вот один пожар все-таки случился по причине природного фактора, я считаю. Смотрите, у нас что не причина, которая называется СМИ, а в результате чего произошел пожар. Часто мы слышим весной и осенью: пал травы, загорелся лес. Пал травы, загорелся лес. В советское время такого вроде же не было, и сжигали траву, но леса, говорят, так не горели. В советское время, если брать, действительно леса так не горели, если тот период брать, когда еще газа в деревнях не было, естественно, весь валежник убирался для топки печей. И вся трава выкашивалась для скотины. Где не выкашивалась, значит, пасли скот с котом, да, съедал, стравливали с котом. И практически, вот если брать то время, практически нечему было гореть, так можно сказать. Это очень редкие были случаи возгорания именно. А сейчас у нас в деревнях нету скота практически. Все зарастает бурьяном, все овраги, там, неудобья. В лесу валежник, который практически никому не нужен. И получается, он лежит, захламляет лес. И вот это горючий материал. Допустим, с сопредельной территории заходит огонь в лес. В первую очередь, что? Зеленые деревья, ну, если, конечно, хвойные, они могут и зеленые гореть, хвойные деревья. А лиственные зеленые дерева, оно гореть сразу не будет, пока определенной температуры пожар не достигнет. А обычно в лиственных лесах низовой пожар идет, горит
листва, сухая подстилка. И, естественно, горит валежник. Самое страшное, что это вот валежник. Валежник дает температуру, и от него уже могут загореться и деревья. Более свежие деревья. Да, да. Мы сейчас находимся в сосновой посадке. Да, вот у нас окружает ясень, сосна. Сколько лет примерно этому лесу? Вроде сосны не особо высокие, но при этом чувствуется просто. Здесь как раз получается как творение рук человеческих. Это посадка искусственно созданная, лесные культуры 2008 года посадки. Очень удачно получилось. Значит, здесь у нас обычно проблема с соснами в том, что если где-то в глубине леса мы сажаем сосны, то дикими животными сильная потрава получается. Сейчас, так как нету рубок, нет кормовой базы для лосей, для косуль, они пользуются нашими посадками. В качестве корма используют. И вот 2-3-летние сосны посадки, они полностью практически уничтожают. Здесь от того, что дорога близко, животные пугаются, и они сосны, ну, ясень-то не трогают. Получилось. Вот 2008 года, считайте, сколько, 8 год, 9-й, 10-й. Ну, 13 лет уже практически. А, о, дождик. Дождик пошел. Пожар нам сегодня не светит. Да, хорошо. Какое количество животных и богатые ли здешние леса живностью? По животным это уже как бы не наша стезя, так скажем. Это раньше, когда леспромхозы были, и животный мир, и растительный относился к лесхозу, так сказать, леспромхозам. Но сейчас разделение. Животный мир мы не контролируем. Это департамент охоты и рыболовства, это их направление. Вот в этом лесу, вот, как мы говорили, Мочелейские Нагорные Дубравы, это ООПТ регионального значения, здесь охотиться даже запрещено. И промысловые, и спортивные, и любительская охота запрещена. Здесь только воспроизводственный участок могут сделать охотники, то есть для как бы разведения. Да. Вот это тоже у ООПТ есть свои ограничения, даже охота запрещена. Животные здесь могут себя чувствовать спокойно. Ну, более-менее, да, более-менее. И получается, что браконьерами вы не занимаетесь? Браконьеры это не наше направление, еще раз говорю. Мы единственное для нас, что незаконные рубки, мы как бы, чтобы не производились, мы контролируем лес, ну, то есть деревья, это наше направление. А животные это уже охотники. Так, нам, наверное, куда-то надо спрятаться под дерево. Вокруг леса, ну здесь из-за того, что хвойные молодняки, мы усиленные делаем минполосы. Где лиственный, там полоса поменьше она, конечно. Если вот беглый огонь будет, трава будет гореть, она, если сильного ветра не будет, через эту полосу уже не перейдет, и огонь на какое-то время все равно задержится. А бывает и полностью затухает, если не сильный ветер, если это. Наглядно здесь видно. Да, как раз да. Проходили мимо нее. По минполосе, да. Вот что для вас лично лес? Ну, лес, это если по-философски даже взять, лес – основа жизни, наверное. Изначально же с исторических времен лес давал все, начиная кров, как говорится, пищу и все подобное. И сейчас, в наше время, ну, немножко значение леса, может быть, в производственном отношении как-то притупилось. Не так много требуется древесины сейчас, народ уже перешел на другие материалы, строит из кирпича там и из других. Но все равно потребность в лесе остается у людей, потому что, ну, тянет людей к лесу, тянет как
как ни говори, а все равно охота сходить в лес, отдохнуть душой. Лес как-то успокаивает, дает силу, да, Дает возможность подумать, наверное. подумать, да, вот когда не зря говорят, у каждого человека свое дерево есть, даже как бы Человек должен сделать 3 вещи, да? да, Посадить дом, вырастить сына и... посадить, говорю, построить дом, Дом. вырастить сына и посадить дерево. посадить дерево, да, ну. А вот как вы считаете, в современном мире, как можно привлечь молодежь в лесную отрасль, чтобы они начали этим заниматься не от безвыходности, вот человек просто ищет работы и хочет там, неважно что, а вот чтобы человек целенаправленно шел на охрану леса и отдавал этому. Ну, это, наверное, в наше время это единицы, которые решат вот на основе вот этого идти в лесную отрасль. Сейчас же все-таки более меркантильные интересы. Будет хорошая зарплата, будет и потребность. Вы считаете, что только вот в зарплате дело, а по пропаганде какой-то вот, пропагандой вообще нужно заниматься там в школах, в садиках? В школах, в семьях? естественно, это мы стараемся проводить и в школах беседы с учениками, с выпускниками стараемся. У нас в Подбеске вот есть школьные лесничества, которые вот сейчас 2 года уже из-за коронавируса не проводится областной конкурс, но до этого мы ежегодно вот с этими детьми занимали призовые места в областном конкурсе Это хорошо. школьных лесничеств. Да. Но я говорю, вот эти 2 года уже не получается, из-за коронавируса не проводятся эти конкурсы. Ну, пропаганда нужна в любом случае, прививать опять-таки, как я говорю, с детства любовь к природе, любовь к лесу. С этого хоть какая-то частица зародится в душе, наверное, у кого-то. Да. Да. А смотрите, у нас есть еще такой момент, что в последние несколько лет, ну, если точнее брать, вот с 2010 года очень часто из-за противопожарных режимов посещение лесов запрещено. На территорию леса вступил, наказание какое-то, я не знаю, там предупреждение, штраф. Вот я свое детство помню, как мы, когда захотели, пришли в лес, посмотрели на птичек, сорвали грибов, ягод. А вот сейчас, если ребенок, он практически уже 10 лет, это вырастает целое поколение. И вот оно не до конца имеет право находиться в лесу, в естественном, не где-то в городских парках. Вот как вы считаете, это не вобьет ли в клин, в связь между человеком и природой? К сожалению, конечно, вот недовольство населения есть в этом отношении. Ну как это вот летом и в лес не зайти. Да. Но тут опять-таки зависит от того, от самого населения, от культуры нахождения в лесу. У нас же из-за чего это запрет? Ну, разжигают костер, бросают, уходят, и от этого костра начинается пожар. Ведь, наверное, 99% лесных пожаров – это человеческий фактор. Поэтому эти запреты не просто так же устанавливаются. Когда будет культура такая, что каждый будет знать, что нельзя этого делать, наверное, можно и ослабить именно такие запреты. Но даже если запрет есть, вот как вы говорите, с детьми заходит, бывает, мы же вот патрулируем, дед с бабушкой ведут внука в лес, мы, естественно, их не выгоняем. Все мы люди. Мы понимаем, что дедушка с бабушкой делают хорошее дело, прививают любовь к природе внуку. Если мы будем выгонять, как вы говорите, это уже опять-таки минус будет в этом воспитании. И как-то мы более, хотя это может быть правильно-неправильно, но мы лояльно к этому относимся. Но если мы в лесу застанем с костром Это или уже, курящего там, это мы это все принимаем все меры. И штрафы пишем. И если машина заехала, мы тоже, если не нарушает больше ничего, ну, просто просим
выехать из леса. Если человек понимает, то никаких мер. Если человек не понимает, то мы принимаем меры, ну, штраф, накладываем штраф. Так что вы в лесу поаккуратней. Только за ягодкой и за впечатлениями. Сейчас с вами переместились в служебный автомобиль, так как на улице у нас наконец-то долгожданный хороший дождик. Дождь, да. Вот. И знаете, такой философский вопрос. Насколько важна связь человека с природой в современном мире? Вот раньше она однозначно была важна, так как от этого зависела практически жизнь человека. А вот сейчас, как вы думаете, стоит ли эту связь держать такую же крепкую? Или нам достаточно жить в городах и пользоваться тем, что дает город? Ну, даже если люди живут в городах, почему-то они ведь выезжают на природу, стараются как-то выбрать время, найти место красивое, где отдыхаешь душой. Человек, наверное, связан навсегда с природой. Это природа человека. И от человека зависит, чтобы эта природа радовала, а не иногда расстраивала, как говорится. Да. Я думаю, что связь с природой человеку всегда нужна. Где бы он ни находился, в селе даже вот говорят, вот вы на природе, но ведь сельчане за трудами редко пользуются, отдыхают на природе, меньше даже, чем городские. Городские все-таки есть выходные, выбираются летом, я имею в виду. А летом у сельчан Выходных нет. Выходных нет, и редко, я вот сам знаю по себе, когда работал в колхозе раньше, красоту природы не видишь. Проскочил туда, проскочил сюда. Все-таки надо выбираться на природу, отдыхать, набираться сил от природы, от леса, для того, чтобы дальше работать. Как вы считаете, вот что нужно изменить, либо что-то новое ввести в структуре лесного хозяйства, чтобы улучшить всю работу? Это нужно сделать, на ваш взгляд? Или в том состоянии, в котором сейчас находится вот эта вся структура, вполне достаточно? Естественно, всегда хотелось бы улучшения, начиная от обучения кадров в вузах, чтобы более качественно ребята приходили. Сейчас, можно сказать, немножко у нас обучение по сравнению, опять я всегда сравниваю с советским периодом, когда мы учились, какие требования были, а сейчас немножко, так скажем, хромает знания. Ну и, соответственно, вложение средств, наверное, больше должно быть, потому что вот как тем количеством людей в лесной отрасли, которые сейчас, большие дела не сделаешь. Если в советское время, как мы говорили, лесник свой обход мог за один день, за 2 дня обойти пешком, то сейчас на каждого лесного работника приходится очень большие площади. И он углядеть за всем как бы физически не в состоянии. Тем более сейчас на нашу службу, допустим, много бумажной работы, кроме того, что мы охраняем лес от пожаров, от нарушений лесного законодательства. Очень много бумаг надо, документов, готовить планы, отчеты, все это на нас. Ну и в последнее время все-таки вот у нас оснащение именно лесничества вот машинами, патрульными машинами оснащение более-менее сейчас. Если в 2008 году, когда я начинал работать, на все лесничество было 2 машины, именно в лесничестве патрульных, то сейчас у нас 6 машин на лесничество.
Соответственно, у Самары лес тоже оснащение с каждым годом улучшается. Вот в этом году еще вот пожарную машину дали, трактора, очень много Уже неплохо, да. в области, да, выделил по национальному проекту, выделяется техника. Эта техника работает, уже в этом году уже работала. И те же и пожарные машины применялись, и трактора, и другая техника. Все-таки в последнее время немножко сдвинулось в этом отношении. Татарин в наше время – это образ жизни или это всего лишь название национальности обычного человека? Вот ваше мнение. Вопрос очень интересный. Татарин образ жизни. Ну, для нас, конечно, это жизнь, всю жизнь. А в чем это заключается, на ваш взгляд? Татарин, гордость за свою нацию все-таки у нас как бы считается же татары. Трудолюбивый народ. Это общепринято, я думаю. Есть много известных людей татар. Надо вот стремиться, чтобы свою нацию не подводить, наоборот, поднимать, чтобы и сам мог сказать, я татарин с гордостью. Ну, вот. Мы ведь сейчас находимся, в принципе, на территории вашей малой родины, да? Да, я родом именно вот с этих мест, с Мочелеевки, вот в этих местах прошло мое детство. Мы во время весенних каникул здесь все время играли, и овец пасли, честно говоря, и костры жгли. Но, как мы уже говорили, в то время такой опасности не было, нечему гореть было, трава была вся скошена, как я говорю, скот все съедал, и поэтому распространения огня, даже если захочешь, не было бы в то время. Вот именно здесь мы и окопы как бы рыли, играли в этих местах. Здесь ниже пруд был, значит, и купались там. Сейчас, к сожалению, и родники заглохли здесь, этих прудов нету. Это время сказывается или человеческий фактор? Ну, как человеческий фактор? Наверное, все-таки что-то меняется в природе. Ведь вот в этом году, например, много родников как бы ослабли, меньше ручьев, реки обмелели, озера. Это природа. Что вы пожелаете нашим подписчикам от себя лично, чтобы они задумались об этом и чтобы начали действовать по вашему совету? Ну, я вообще не только всем бы сказал, приходите в лес другом, и лес будет для вас другом. С добрыми намерениями, с открытой душой, и лес отдаст все свои богатства, так скажем. Отдыхайте на природе, но не оставляйте за собой мусор, не разжигайте костры летом, это очень чревато плохими последствиями. Мне вот пожелание такое, вот относиться к лесу как к своему брату, сестре. И, соответственно, все будет хорошо тогда. Да, с погодой сегодня. Повезло. Повезло, да. У природы, говорят, Нет плохой погоды, да. Тем более для нас этот дождь, это долгожданный, это вот, конечно, было бы пораньше. Но для сельхозников этот дождь очень нужен. Сейчас идет посев как раз озимых. Они сеют сухую землю сейчас, но в надежде на то, что все-таки дождь пойдет и промочит землю. Сколько будет дождь. Да, для лесника нужна Нива. Другая машина здесь, Да, кроме УАЗика и Нивы,
не подойдет. Нивы, конечно, очень удобные машины, проходимость хорошая. Ну и компактные, где-то Компактные. среди леса, да, Можно пробраться. развернуться и проехать везде. Признаюсь честно, в этом году я в первый раз попал под дождь. Да. Да, вот закончилось лето, впереди у нас сентябрь, впереди грядущий ваш праздник. Я заранее вас поздравляю. Спасибо вам за интервью. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо вам, тоже всего хорошего. И какая-то информационная помощь. Всегда рады помочь. Еще раз большое спасибо. До свидания. Давайте, до свидания.